В эфире программа «Культура Башкортостана». Я представляю наших сегодняшних гостей. Это руководитель литературно-драматической части Башкирского государственного театра кукол Диана Гараева и актриса, режиссер Надежда Беззубова. Здравствуйте. 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 Давно не виделись, прошло межсезонье, наконец-то прошло открытие сезона, долгожданная встреча, поэтому накопилось очень много вопросов. Надеюсь, что мы на все успеем, вернее, вы на все успеете ответить, а я все успею задать. Начнем с того, что у нас здесь потрясающая тыква, которая выглядит, правда, как настоящая. И все потому, что готовится большая премьерная постановка. Очень много всего уникального впервые, то, что будет происходить здесь, у нас в Уфе, поэтому обо всем хотелось подробно услышать. «Золушка», классическая сказка. Классическая Казалось сказка, бы, да, чем уже казалось удивить? бы, чем удивить, но вот и сами удивляемся каждый день, и зрителей надеемся удивить. Конечно, это прежде всего форма того, что это марионеточный спектакль. Не просто марионеточный, не маленькие марионеточки, а марионетки с 3-метровыми нитями. То есть артисты находятся у нас на высоте 4,5 метра и оттуда управляют куклами. И это, конечно, Головокружительная постановка. Такое впервые в нашем театре. это такая, я не знаю, это эксперимент, это авантюра, это так, чтобы вот, всему театру сделать, какая постановка. Вот, потому что и конструкция специальная делается, марионеточная сцена, это высоченная, и куклы изготавливаются, и декорации, все это в разных местах. То есть сцены делали на Смоленском заводе металлоконструкций, на секундочку. Не просто в мастерской театра. А она и пришла, как прямо металлический мост. Пришлось нам ее дорабатывать, доводить до ума. Вот, то есть много там нюансов. И куклы у нас в Питере делаются мастерами, очень, очень классными ребятами. Гильдио студия нам делает марионеток, а уже в наших цехах мы их одеваем, расписываем, делаем парики, доводим тоже до ума. Работа, в общем, кипит. Кипит. И хотелось бы поговорить Да. об этой туфельке, которая у вас в руках. Вот мы буквально до эфира успели эту историю, я услышала, она меня очень тронула, эта история. Вот и поверишь в судьбу. Вот и Расскажите поверишь, да, это на истории. самом деле очень удивительная история, потому что над спектаклем мы работаем, наверное, чуть больше года как, то есть с августа прошлого года, как состоялась первая, как сказать, встреча с директором, когда мы озвучивали свои идеи, все вот это вот, и сказали, да, давайте делать. И вот прошло какое-то время, мы работаем над спектаклем, и я думаю, боже мой, нам нужна хрустальная туфелька. Причем она нам нужна, ну, действительно такая. С этой туфелькой будет выходить церемонимейстер, у нас есть такое действующее лицо, единственный в живом плане, актер. И он будет показывать детям, насколько туфелька была мала, что никому она не подходила. Чтобы действительно детям вот прям вот воочию дать увидеть, какая она прекрасная, и хрустальная, маленькая, изящная. Я думаю, боже мой, время идет, я не знаю, из чего сделать туфельку. То есть я понимаю примерно, из чего, но как вот это вот все, чтобы я думаю, неужели мне это придется лепить из пластилина? Это же так долго, столько времени уйдет. И вдруг мне мама говорит, слушай, я тут туфельку нашла твою. И я говорю, какую мою туфельку? Тебе бабушка когда-то дарила хрустальную туфельку. К слову сказать, это было, не знаю, ну больше 20 лет назад точно. То есть где-то она лежала, стояла у мамы. Я ее, естественно, не видела, мы живем не вместе. И вот вдруг, совершенно случайно выплывает, она именно действительно хрустальная. Бабушка купила ее, ну вот бывает же на поезде едешь, там что-то проезжает, и там покупают всякие штучки. Именно хрустальная туфелька Золушки, ни больше, ни меньше. И мама мне ее приносит, я ее отмываю, понимаю, что это именно та туфелька, которая ей нужна. Ну и, собственно, понятно, что теперь это наша мастер-модель, с которой мы снимем уже форму, сделаем силиконовую, зальем туда ювелирную эпоксидную смолу, и она будет абсолютная копия, дабы мне не рисковать своей памятью. Это ваш талисман уже Это мой теперь. талисман, и не только мой, но и всей команде. Я потому что сразу стала делиться этой новостью со своими вот сопостановщиками, друзьями. И тоже все были в таком шоке, в восторге, что как такое могло быть? Ну вот Все вот не происходит верь, так, да, как в да. знаки и в какие-то такие вот свыше что-то. Да, и вот так вот мы нашли нашу хрустальную туфельку. Хочется задать вопрос Диане, потому что происходили, которые события тоже все происходили так, как и нужно. Было огромное количество фестивалей, куда выезжал театр. Это и Москва, это и Казахстан. Вот обо всем подробнее, что происходило с Да. постановками, по-моему, о чем
О чем поет О орнамент? чем поет орнамент выезжали, да. У нас новый театральный сезон открылся очень ярко, очень феерично. Поездкой в Москву на фестиваль, международный фестиваль кукольников «Истоки». Это Мгм. первый фестиваль такого плана, который проводит Образцовский театр кукол. Это фестиваль национальных театров кукол. Он носит статус международного. Там были представители театров кукол из Турции, Ирана, Мгм. Белоруссии, если Монголии и из наших многочисленных республик Российской Федерации: Тува, Улан-Удэ, Донецкая республика, Луганская Мгм. республика, Татарстан. И каждый театр представлял свои лучшие национальные спектакли. Это Все был, на да, национальных языках, на своих а, родных, да? Или да, на... Да? практически все с переводом. Это было То очень... вы тоже были, Надежда? Нет, 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 нет. Ну, вы все в Золушке теперь. Я, да, я по Да. уши. Для нас была большая честь оказаться в Москве, потому что в последний раз мы были в Москве на фестивале более 20 лет назад, Мгм. и была очень волнительная поездка. Фестиваль не был конкурсным, никто не занимал никаких мест, это был как творческий отчет Мгм. того, как проходит наша деятельность. И было очень волнительно получать награду и от именитых мастеров. Поздравляли, награждали артисты, известные Образцовского театра кукол. Было много интересных встреч. Мы общались с внучкой Сергея Владимировича Мгм. Образцова. Она помнит наш театр и собирается к нам приехать. У нас, кстати, в планах гастроли театра Образцова в М. будущем, Уже когда когда появится будет новое новое здание, когда сценическое. будет готово новое здание, новая сцена, мы с удовольствием примем у себя этот замечательный театр. Впечатлений, событий, массов. Впечатлений много, да. И хотелось бы сказать, что мы были также совсем недавно в Казахстане Мгм. на фестивале театров кукол «Ассаламу алейкум» в городе Актабе. Спектакль «Гадкий утенок», Мгм. актерский состав этого спектакля получил награду за верность традициям театра кукол. Тоже было очень приятно получить такую награду. Ну, вообще, я думаю, сейчас наш театр один из немногих театров. Мы уже, по-моему, об этом говорили даже. Я сейчас возвращаюсь к Золушке и о верности Мгм. традициям. Ведь куклы, марионетки где еще используются в нашей стране? Работают с такими куклами? Мало где. То есть встречаются, конечно, Но да, это но же вот классика, именно правильно? это классика, да, но тут такой немножечко спорный есть нюанс, потому что все-таки у нас в России театр марионеток считается немножечко как бы отдельно стоящим от нашего традиционного театра кукол. То есть в основном наш театр кукол традиционный — это, конечно, трости, это Мгм. планшетные куклы. И вот тут тоже хочется сказать, что по России сейчас есть такая тенденция, что, конечно, сокращается, в принципе, количество кукол в кукольных спектаклях. То есть очень Мгм. много появляется живого Живого плана. плана, а наш театр все-таки отличается как раз-таки вот почему Верность верность традициям. традициям, я вот да к чему веду. А марионетки — это, конечно, эксперимент, но что касается кукловождения и актеров, это очень удачный эксперимент, потому что вот мы сейчас занимаемся, и ну никакого сопротивления, никакого там какого-то, что ничего не слушается, нет, абсолютно. То есть, что показывает практика, что если актер работает какой-то системой кукол, то он Мгм. может легко достаточно овладеть и любыми другими системами. Главное, чтобы он понимал сам принцип. И у нас в этом плане актеры очень, Мастеровитые да, у нас актеры. да, Ну, у вас вообще Легко команда обучаемые. очень, конечно, да. тьфу-тьфу-тьфу, очень Ту-ту-ту. дружная, все ищущие, Да, постоянно соглашающиеся на всевозможные эксперименты, и да. каждая постановка всегда открытие. И это для меня это просто какой-то непостижимый труд и история Мгм. детей удивить тем, что уже 100 раз прочитано, рассказано родителями, бабушками, Да. дедушками в очередной раз. Это колоссальный труд. За это вам низкий поклон. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Современных Очень детей приятно. удивить очень сложно. Сложно. С одной стороны сложно, казалось бы, а с другой стороны, на самом деле, как выяснилось, они с таким удовольствием следят просто за развитием Мгм. сюжета. И дети Мгм. остаются детьми. Да, им И всегда они интересно верят, когда смотреть Нам это на кукол. правда. кажется, что здесь спецэффекты, здесь Да. у них клиповое мышление. Да. Да как-то Да ничего, нормальные у нас нормальные дети. вообще. Я тоже думаю, в чем проблемы? Приходят на сказку, сказка, если интересная, если сюжет выстроен, да все они прекрасно смотрят. И не обязательно там мелькать то Мгм. здесь, то там 25-м кадром.
чтобы мы их не удержим. Да нет, главное, чтобы интересно было. Вот это, В наверное, сюжете. самое главное. Да? Предстоит еще большое событие. Юбилейный год продолжается. Да. Будут ли какие-то мероприятия, что будет, или к юбилею будет как раз премьера? Нет? В 2022 году, в феврале, нам исполнилось 90 лет, и у нас сейчас продолжается юбилейный Мгм. год. И мы это событие решили совместить с премьерой спектакля «Золушка», поскольку мы сейчас все-таки в таких условиях работаем, не на своей сцене у нас. Полевых Да. практически. Да, и создается разъездных. спектакль «Золушка». Сложно создается, потому что репетировать такой спектакль нужно в одном месте, премьера будет в другом месте, и еще юбилейный вечер как-то надо провести. Поэтому мы его юбилей приурочили к премьере спектакля «Золушка», и это будет 19 ноября. Ящерицы. Я сегодня, когда я увидела, я говорю, почему в «Золушке»-то ящерицы? Я совершенно забыла. Да, ну вот, это же кучер, тот Это самый кучер, кучер, да. да. На самом деле изначально ящерица как-то не предполагалась. Нас же три постановщика, режиссера. Вот Мгм. я, Виктория Щербакова и Александр Верхоземский. Мгм. И Виктория Щербакова автор пьесы по Шарлю Перро, инсценировка. А мы с Александром Верхоземским два художника. Вот. И как-то он себе представил, что все-таки ящерица должна быть. Он говорит, как? Как Золушка без ящерицы? Нет, я требую ящерицу. Ну и я считаю, что это очень верное у нас прибавление в нашем спектакле, в нашей семье кукол. Потому что Эффектная действительно, да, она очень эффектно пробежит через всю сцену и превратится в кучера того самого, который управляет каретой, действительно, как же без кучера. Мгм. Вот. Ну, вот здесь как раз видно, это самый примитивный, конечно, такой вариант. Это Андрей Серпионович Волков сделал такую вагу, к Мгм. которой вот ниточки крепятся. Это у нас самый примитивный такой вариант управления марионеткой, когда она самоигралка. То есть мы Мгм, просто мгм. крутим. Вот, конечно, потом, это сейчас экспериментальный образец, потом мы увеличим нити до нужной нам высоты, до длины там 3,5 метров. Вот. А вообще, конечно, в идеале артисты дергают каждый раз за какую-то ниточку, чтобы совершить то или иное движение рукой куклы, ногой, головой. То есть за все своя ниточка отвечает. В общем, рассеянным людям в вашем театре делать-то нечего. Я не Дернешь не за ту знаю. ниточку. и Ну, всё. как-то, знаете, вот в жизни вроде ты рассеянный, а приходишь в театр на работу, и ты так брунг, точно совершенно знаешь, за какую Включается ниточку, что кнопочка, да? куда, да. Да, поэтому... Еще вопрос по поводу музыки. Я не помню, разговаривали мы об этом или нет. вот Что мы в будет эфире. с музыкой, да, ведь это же... Да, Это мы же очень и- на это рассчитываем. Это же в первую очередь бал. Бал, конечно. У нас музыка авторская. Так. Музыку пишет наш уфимский композитор Владислав Саватеев. Мгм. Потрясающий композитор, который уже не первый спектакль с нами выпускает. Вот. И, конечно же, да. Ну, история тоже очень сложная, потому что там нужно сложно так уместить, соединить несочетаемое, да, то есть, с одной стороны, и классику надо дать, то есть Мгм, вот вся эта мгм. вот история с балом, танцы Мгм, все вот эти мгм, бальные, мгм. потому что мы все-таки хотим, как сказать, дать детям понять, что такое полонез, а что такое Мгм. мазурка, потому что у нас там даже еще вот такой нюанс, что спектакль в 2 действиях, и в антракте как раз Это церемония впервые, мести да, Да. по-моему? за Впервые. долгое время, не впервые, но за долгое время Впервые. В двух впервые в действиях. 2 действиях. 20 лет. И в антракте мы как раз хотим провести, поскольку это все-таки в рамках Куку Project, мы все-таки Мгм. вот эту вот культурно-кукольную идею свою продвигаем, что не только показать спектакль, но еще и как-то что-то привнести образовательное, Мгм. детям дать. И у нас в антракте будет занятие по этикету М. и по дворцовым немножечко танцам. Движение дворцовых танцев дети будут изучать, там, как в минуэте что-то, как в полонезе. И ко второй сцене бала, ко второму действию, где, собственно, бал начнется, дети уже придут подготовлены, они будут знать, что да, вот это полонез, вот так себя хорошо вести культурно, а вот так бескультурно. То есть вот как М. бы, если уместно такое слово, да, бескультурно вести. Уместно. У нас же культура Башкортостана, у нас уместно все. Вот. И вот поэтому музыку тут нужно так очень грамотно соединить вот эту вот классическую часть и, конечно же, все-таки сценическую, театральную, чтобы она не звучала скучно вот исторически, чтобы она все-таки действие двигала вперед, чтобы она в развитии шла. И поэтому здесь такая очень тонкая грань. У нас сейчас композитор нашел грань вот между вот этой классикой и диснеевскими композициями. Очень красивая такая стилистика получается, сказочная, волшебная. Но мы все время по этой грани, все время созваниваемся. Да, вот здесь сюда, вот здесь туда. Такая вот у нас
необычный процесс. Замечательный, замечательный, необычный процесс. Я Да. хочу вам пожелать только творческих успехов, полета вот этого, Спасибо. чтобы он никогда не прекращался, чтобы обязательно после премьеры «Золушки» и такой находки, как туфелька, что-то обнаружилось еще у мамы. Что много богатств. дало бы толчок на другую, не менее Да. интересную постановку. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.